Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире «Якутия Лайв. Эксперты о главном». В этой программе мы вместе с экспертами и лидерами мнений обсуждаем актуальные темы, которые волнуют жителей нашей республики. С вами Ирина Ефимова. Современные, скоростные и безопасные. За последние 2 года между населенными пунктами Якутии появились сотни километров новых дорог. Отремонтированы опасные участки, открыты мосты, налажена круглогодичная связь между различными районами республики. Тема этого выпуска – бум дорожного строительства в Якутии. Успехи, трудности и планы на будущее. Темпы развития инфраструктуры растут с каждым годом. Только за 2020 введут более 542 километров автодорог. За несколько лет, несмотря на все сложности, завершены многие долгострои, которые мешали региону развиваться на протяжении десятилетий. Так, в этом году достроена круглогодичная трасса Кабяй, открытие которой местные жители ждали более 30 лет. Прорыв в целом для этой части нашей республики. Кабяйский улус, к сожалению, хотя находится в самом центре Якутии, он до сих пор был лишен вот такой круглогодичной транспортного автомобильного сообщения. Сейчас оно появилось, конечно же, это сразу повысит качество жизни людей, повысит более интенсивные экономические связи между районом и остальной частью республики. И, конечно, еще раз говорю, реально повысит уровень жизни здесь, в Кабяйском улусе. Конечно, наши планы на этом не останавливаются. Мы планируем и дальнейшее развитие сети дорог здесь, в Кабяйском улусе, в Вилюйском улусе дальше. Когда в 2018 году я дал поручение дорожникам республики за 2 года, в 2020 году уже закончить строительство дороги Кабяй, конечно, было достаточно много скептиков, но благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», благодаря поддержке президента страны, который выделил по его решению на Якутию большие деньги на как раз реализацию этого проекта, мы смогли за исторически короткий период, за 2 года дорогу достроить. Окончание другого дорожного долгостроя, трассы Амга-Усть-Мая, местные ждали с далекого 1998 года. Спустя 20 лет, в конце 2018-го, между населенным пунктом и столицей республики появилась, наконец, круглогодичная транспортная связь. Для поселка Усть-Мая новая качественная дорога имеет колоссальное значение. С нами на связи жительница поселка Валентина Ефадзе. Валентина, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что изменилось для жителей Усть-Мая с появлением круглогодичной дороги? Ну, это долгожданная наша дорога, которую мы ждали 20 с лишним лет. Для меня, как для руководителя предприятия ЖКХ, это очень большое подспорье, потому что доставка автозапчастей не дает простаивать нашему предприятию круглогодичное. Также для меня очень радостно, что мои дети могут приезжать ко мне круглый год в связи с тем, что у нас железная дорога появилась в Нижнем Бестяхе. И в любое время года мы без проблем добираемся до отпуска своего, и дети к нам приезжают, что очень отрадно. И вообще это дорога жизни, так как мы раньше ездили, даже рискуя жизнью, когда была дорога недоделанная. А сейчас просто круглый год у нас движение, и мы начали жить. Ну, все рады, да? Все довольны? Конечно, да. Спасибо, Валентина. Несмотря на успехи в развитии инфраструктуры, дороги по-прежнему остаются одной из самых актуальных проблем республики. В ближайшие годы правительству Якутии предстоит решать амбициозные задачи. Давайте спросим о планах по развитию инфраструктуры у самого сведущего человека, министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимира Сивцева. Владимир Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Успехи Якутии в дорожном строительстве впечатляют. Однако, по мнению жителей, не все идеально, задач еще очень много. Расскажите, пожалуйста, благодаря чему удалось достигнуть таких впечатляющих результатов в последние годы? Добрый день, уважаемая Ирина, уважаемые телезрители. Ну, благодаря национальным проектам, благодаря поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, благодаря национальным проектам в республике сегодня можно говорить о том, что ежегодно вводится или ремонтируется не менее 500 километров автомобильных дорог, да, приводится в нормативное состояние.
значит, ремонтируются, укладываются новые асфальтобетонные покрытия. Да, действительно, проблем остается еще достаточно много, но вот в результате данного национального проекта мы должны будем привести в нормативное состояние дороги, это не менее 45%, и по региональным дорогам, и, соответственно, не менее 80% дорог городской агломерации должны привести в нормативное состояние. Что касается 2020 года, Владимир Михайлович, пандемия не помешала? Там результаты такие же, как в предыдущие годы? Мы испытывали трудности в начале строительного сезона в обеспечении рабочей силой, но вот благодаря организационной такой составляющей и поддержке стройотрядов, студенческих стройотрядов, у нас, в принципе, все планы в этом году будут выполнены. В принципе, мы отработали даже лучше, чем в прошлом году. Ну, я имею в виду по городу Якутску. Вот. В целом, хотелось бы отметить, что этот год стал достаточно таким, вот благодаря системной работе нашего главы республики, да, Асима Сергеевича Николаева. В целом 2020 год стал, наверное, таким знаковым. Да, если в прошлом году мы ввели там один большой мост через реку Марха, то в этом году уже еще ряд мостов через Малую Батуобию, через речку Тюкен. И на этом как бы не останавливаемся, будем и по автомобильной дороге Вилюй строить мост. В ближайшее время будет строиться возле Верхневилюйска. Это такой капиталоемкий проект, там стоимостью не менее 20 миллиардов рублей. Вот. По федеральной автомобильной дороге Колыма асфальт дошел в этом году до села Тенгелюмеген Кангаласского района. К 2022 году асфальт должен дойти до села Чурапча, Чурапчинского улуса. Фатлена, то есть вот на участках Нижний Бестяк, Большой Невер, полностью будет в асфальте к 2024 году. Это все вот благодаря работе нашего главы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти. Спасибо, Владимир Михайлович, за подробный и обстоятельный рассказ о результатах и планах. Строительство дорог по всей республике контролируется активистами Общероссийского народного фронта, организации, создавшей в одно время известную в интернете карту убитых дорог. Сегодня с нами на связи эксперт ОНФ Алексей Лаптев. Он курирует группу по контролю дорожного строительства в республике, в частности в городе Якутске. За последние годы столица региона получила крупный объем федеральных средств на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Алексей, расскажите, пожалуйста, как осуществляется контроль за строительством дорог в Якутске и каковы результаты? Добрый день. Общероссийский народный фронт на постоянной основе ведет мониторинг по производству капитальных работ, текущего ремонта на федеральных, республиканских и городских, то есть муниципальных дорогах. Мы являемся, скажем так, официально уполномоченным общественным контролем, общественным мониторингом, даже так сказать, которое закреплено в решении Совета Безопасности от 2018 года. В частности, по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», он у нас в республике работает с 2019 года. В частности, по городу Якутску мы реагировали на обращения граждан, то есть населения города Якутска. Их, к сожалению, было очень много в течение 2019 года. Вот. Также сами непосредственно проводили мониторинг капитального ремонта. Благодаря вашему контролю все-таки качество ремонта дорог становится лучше?
Да, это отмечает и в том числе, скажем так, окружная администрация города Якутска, их руководство, то, что мы проводим общественный мониторинг, и у нас есть свои специалисты, соответственно, с Росавтодора, это, как я сказал ранее, с управления дорог ВИЛЮ и Лена. Кроме того, в августе 2020 года в соответствии с приказом Росавтодора они проводят уже не только, скажем так, мониторинг, а полный контроль именно по национальному проекту безопасной и качественной автомобильной дороги. И мы, скажем так, совместно уже выезжаем с представителями городского округа город Якутск, заказчиком МКУ «Главстрой» по дорогам города и уже работаем, скажем так, совместно, именно в частности по, например, тому же самому благоустройству. Были выявлены, скажем, факты, то, что в отрицательную погоду, то есть отрицательная температура была на улице, и они вели работу подрядчики без соответствующих подготовительных работ перед укладкой того же самого, например, асфальтного покрытия именно на тротуарах. Ну, мы совместно работаем, надеемся, то, что в 2021 году по итогам 2021 года именно ремонта дорог все-таки окружная администрация учтет именно замечания, которые мы указывали в наших актах, и уже более, скажем так, подготовленно пройдет. Как и отмечается в этом году, в принципе, все работы по укладке асфальтобетонного покрытия, они завершили до наступления именно отрицательных температур. Но качество мы посмотрим, потому что мы не раз отмечали в 2019 году по улице Красильникова на 202-203 микрорайоне, что не надо укладывать асфальт, когда осадки превышают уже допустимый норматив. Но подрядчики и представители говорили то, что ничего страшного, асфальт горячий, и впоследствии улица Красильникова 70% покрытия в этом году было заменено в рамках гарантийного ремонта. Спасибо, Алексей. Надеемся, что общественность будет контролировать строительство и дальше. Подрядчики, остерегайтесь класть асфальт в снег, потому что ОНФ бдит. Суровые климатические условия, огромные расстояния и вечная мерзлота. Строительство дорог в Якутии требует больших средств, усилий, а также научного сопровождения, чем в других регионах России. Давайте разберемся, что же отличает Якутию от других регионов России с точки зрения строительства дорог. Какими научными достижениями в этой области можно гордиться и что еще предстоит освоить? Обратимся к эксперту. С нами на связи заведующий кафедрой дорожно-строительных материалов Московского автодорожного института, крупнейшего автомобильно-дорожного вуза России Юрий Васильев. Юрий Эммануилович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите нам, пожалуйста, в чем особенности дорожного строительства в Якутии? Ну, в любом случае, можно сказать, что в Республике Якутия осуществляется активное строительство и ремонт автомобильных дорог. Все объекты в республике проходят по зоне вечной мерзлоты и пересекают участки с различными условиями, представляющими особые проблемы, связанные с наличием сплошной, прерывистой или островной мерзлоты. При строительстве дорог очень важно знать, как себя поведет тот или иной материал, та или иная конструкция в конкретных дорожно-климатических условиях. Поэтому рассматривается вопрос о создании соответствующих полигонов. Необходимо в Якутии, на территории Якутии создать испытательный полигон, на котором можно было бы исследовать, отрабатывать материалы, технологии. Спасибо. Важнейшая задача при укладке дорог – не повредить вечную мерзлоту. Поэтому якутские ученые уделяют большое внимание мониторингу мерзлоты. Строительство в экстремальных условиях севера – это данность, с которой сталкиваются и за рубежом. В некоторых районах Норвегии, США, Канады вопросы вечной мерзлоты, глобального потепления и изменения грунта
также остро стоят перед инженерами и учеными, как и у нас в Якутии. Сегодня с нами на связи Мишель Аллард, эксперт с мировым именем по проблемам вечной мерзлоты, преподающий в канадском вузе Лаваль. Он расскажет о своих последних исследованиях и канадских практиках дорожного строительства, которые могут пригодиться у нас в Якутии. Hello, Michelle. Здравствуйте, Мишель. Расскажите, пожалуйста, о ваших фундаментальных исследованиях и проектах на севере Канады. Да, конечно. Мои фундаментальные исследования направлены в первую очередь на изучение и характеризацию вечной мерзлоты. Для меня очень важно понять, как она формировалась исторически и что с ней происходит сейчас. Изменений очень много. В моих работах мне помогает широкая сеть датчиков температуры и метеостанций по всей Канаде. С их помощью я записываю показатели вечной мерзлоты по всему востоку Канады, от Квебека почти до самого Северного полюса. Я также курирую строительство нескольких крупных объектов, таких как аэропорты и трассы. Все они стоят на вечной мерзлоте. Дело в том, что у нас в Канаде из-за резких климатических изменений появилась острая необходимость адаптировать инфраструктуру. Вечная мерзлота начала оттаивать. Этот процесс начался еще в 90-х, в 2000-х активизировался. Мы провели серьезные работы по поддержанию качества взлетных полос в ряде аэропортов провинции Квебек. Также много работы проведено в Нунавуте, это самый север Канады. Так, например, нам пришлось полностью перестраивать аэропорт Икарвит, под которым раньше была очень плотная вечная мерзлота. Также я активно сотрудничаю со строителями автотрасс в Юконе. Совсем недавно в этом регионе мы построили шоссе от Инувита до Туктуяктука. На этих территориях инуитов не было развитой инфраструктуры. Теперь по качественному шоссе длиной в 1500 километров можно доехать до арктических северных морей. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, о канадском опыте дорожного строительства, который мог бы пригодиться Якутии. Прежде всего, я отмечу, что в Якутии и в целом по России за сотни лет накоплен отменный опыт строительства в условиях Крайнего Севера. Возможно, у ваших специалистов даже больше опыта, чем у нас. Хотя работы в Канаде тоже очень много. Сейчас мы из-за глобального потепления активно восстанавливаем старые дороги. Большая часть дорог построена на специальной насыпи, которая возвышается над поверхностью. Именно эти насыпи, построенные из особого материала, помогают сохранить вечную мерзлоту, не дать ей растаять. Ведь самая большая угроза качеству дорог – это снег. Он собирается по краям насыпи из-за сильного ветра. Когда по краям насыпи большие сугробы, они, грубо говоря, утепляют землю под дорогой. И вечная мерзлота может подтаять. Так, часто именно из-за этого дороги и портятся, особенно по краям. Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы улучшить технологии, не позволяющие снегу скапливаться по краям дороги. Так, мы покрываем насыпи специальным материалом, скользкая поверхность которого не дает снегу скапливаться. Так, интересное решение предложили наши инженеры. Скажу честно, это не моя разработка. Однако я помогаю ее применять на практике, оценивая чувствительность вечной мерзлоты. Так мы с коллегами называем эту разработку так называемой продувной насыпью. Система очень проста. В своем основании эти насыпи каменные. И сквозь них по специальной системе каналов
проходит холодный зимний воздух. Идея в охлаждении Земли под дорогой. Это не дает вечной мерзлоте растаять. Создание такой насыпи — это комплексная работа инженеров и специалистов по мерзлоте. Также огромную поддержку в работе нам оказывают региональная и центральная власть. Все вместе мы решаем проблемы, вызванные в том числе глобальным потеплением. Мы работаем как с дорогами, так и с аэропортами, потому что в основе этой работы лежат одни и те же технологии. Thank you very much for the interesting information. Новые трассы Якутии – это не только жизненно необходимая инфраструктура, но и перспективы расширения туристического потока. Якутия всегда привлекала как автолюбителей, так и экстремалов. Так, французский велогонщик и путешественник Ив Шалуан преодолел зимой 2017 года более нескольких тысяч километров якутских дорог на велосипеде. Информацию о новых трассах он воспринял с большим энтузиазмом. Ив, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, о своем путешествии. Как вам якутские дороги? Это было просто невероятное путешествие. Я долго готовился. Первый этап был от Сковородино, потом до Якутска, а потом к Аймекону. Конечно же, это была очень трудная дорога, особенно вторая часть между Якутском и Аймеконом. Большое расстояние, достаточно пустынное, крайне мало машин на трассе. Если честно, трудностей в путешествии было очень много. Но там же дальше ничего нет. Судя по карте, кемпинга там нет. Давай посмотрим, у меня есть еще силы. Давай, поехали. Основная проблема — холод. Конечно же, там было крайне холодно. Скажу честно, я сильно мерз. Но во Франции я это предвидел и хорошо подготовился. Вот чего я честно не предвидел, так это того, насколько Якутия огромна. У меня часто возникало ощущение полного одиночества на фоне природы. По трассе проезжало крайне мало машин, и у меня были технические поломки. Из-за холода велосипед ломался все время, и не было возможности его починить. Например, просто поменять колеса. Часто мне приходилось ждать автомобиль с деталями. В конце концов, я попросил свою жену, Оливию, сопровождать меня, быть рядом и ехать неподалеку на автомобиле с гидом, чтобы помочь решить по-настоящему серьезные проблемы. Несмотря на все сложности, я, конечно, не забывал наслаждаться потрясающими пейзажами, встречами с очень хорошими людьми, которые мне всегда помогали и словом, и делом. Именно благодаря добрым людям я отлично себя чувствовал в этой непростой ситуации. Ив, в Якутии за последние несколько лет построено много новых дорог. Хотели бы вы приехать еще раз и протестировать их? Конечно, особенно если вы говорите, что построены новые дороги. Ведь новые трассы — это и новые перспективы для местных жителей. И с точки зрения путешественников, мы думаем об этом как о возможности увидеть что-то новое. И знаете, побывав в Якутии и пообщавшись с местными, я отметил, что там есть совсем изолированные населенные пункты. Поэтому, прежде всего, новые дороги — это прогресс на благо местных жителей. Я уверен, что это самое главное. Ну, а для нас, путешественников, конечно, новая возможность увидеть красоты и что-то особенное.
Конечно, я очень хочу вернуться в Якутию. Вместе с моей женой Оливией. Надеюсь, она тоже этого хочет. Спасибо большое, Ив. Ждем вас снова в гости в Якутию. Ключ к развитию Якутии – это качественные и безопасные дороги. Сегодня одна из важнейших задач – обеспечить всех жителей республики доступом к развитой дорожной инфраструктуре. В этом выпуске «Якутия Лайф. Эксперты о главном» мы узнали, что над решением этой задачи активно работают не только чиновники на региональном и федеральном уровне, но и инженеры, ученые и другие специалисты. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделяются значительные федеральные средства, а общественность внимательно следит, чтобы они тратились по назначению. С вами была программа «Якутия Лайф. Эксперты о главном» и я, ее ведущая, Ирина Ефимова. До свидания.